ألم بخاطري وجناني فطغى على الأوزار والتبيان. ألم ألم بخاطري وجناني فطغى على الأوزان والتبيان. يا لائمي عذرا لتكرار البكاء فاسمع مقالي واقتسم أحزاني. يا لائمي عذرا لتكرار البكاء فاسمع مقالي واقتسم أحزاني. رحل الهزاب عن الحياة مفارقا دنياه لم يركن لعيش. الله أكبر الله أكبر. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение. Воистину, хвала принадлежит Аллаху, Господу миров, воздаяние за богобоязненными, и враждовать следует только с беззаконниками. Я свидетельствую, что нет божества, кроме одного Аллаха, у которого нет сотоварища, покровителя праведников. Я также свидетельствую, что Мухаммад, его раб и посланник, избранник из его созданий, господин первых и последних, печать пророков и посланников, предводитель благословенных. О Аллах, благослови его, его семью, жен, благих и чистых сподвижников, и тех, кто последовал за ним вплоть до судного дня. А затем, братья и сестры мои в Аллахе, воистину я люблю вас ради Аллаха. Я прошу Аллаха собирать нас всех в дуне на повиновение Ему, а в ахирате, в обители Его щедрости, вместе с пророками, правдивыми мужами, павшими мучениками и праведниками, которых облагодетельствовал Аллах. Как же прекрасны эти спутники! Любимые в Аллахе братья и сестры, до Рамадана остались считанные дни. О Аллах, доведи до нас месяц Рамадан. О Аллах, помоги нам держать уразу в дни Рамадана и выстаивать ночные намазы в его ночи. О Аллах, даруй нам в нем награду за выстаивание ночи предопределения. О Аллах, освободи нас в нем от огня по милости Твоей. О милостивый, о милосердный. Пост в месяц Рамадан является одним из самых великих дел, который удаляет нас от огня. Поклонение, которое называется сиям, ураза, является одним из самых великих поклонений, которое отодвигает нас от адского пламени. Посредством уразы наш Господь освобождает нас от огня. Знаете ли вы, о рабы Аллаха, насколько Аллах удалит нас от огня за то, что мы будем держать уразу один день? Послушайте хадис, который Аль-Бухари и Муслим привели в своих двух достоверных сборниках от Абу Гурейры, да будет доволен Аллах им и всеми сахабами, который сказал, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: какой бы раб ни держал уразу на пути Аллаха, за этот день Аллах удалит его лицо от огня на 70 осеней. За каждый день, который мы постимся, наш Господь удаляет нас от огня на 70 лет. Огонь же имеет притяжение. Он окружен страстями. Поэтому Господь небес и земли сказал: кто будет удален от огня и введен в рай, тот обретет успех. Только тому, кто был удален от огня, будет предписано спасение и великий успех. Огонь. Ураза удаляет нас от него. Огонь, о рабы Аллаха. Аллах сказал: я предостерег вас от пылающего огня. Тема нашей сегодняшней передачи называется «Я предостерег вас от огня».
То есть ураза удаляет нас от огня. Мы должны пройтись вместе и посмотреть на некоторые ужасы огня, чтобы после этого проявлять усердие повиновения Аллаху в Рамадан, пытаясь избежать попадания в огонь. Это огонь, о рабы Аллаха. Если мы забудем про него, летний жар напомнит нам о нем. Сейчас люди не могут жить без кондиционеров. Они говорят, что жара очень сильная, что поститься летом трудно. Но сама летняя жара всего лишь как одно дуновение адского огня. Послушайте этот хадис, который устрашает сердца и приводит в замешательство разум. Аль-Бухари и Муслим привели в своих двух достоверных сборниках хадис от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, в котором говорится, что посланник Аллаха, мир ему благословение Аллаха, сказал: «Однажды огонь пожаловался своему Господу». Огонь пожаловался своему Господу. Он сказал: «О Господь, я пожираю сам себя. Я пожираю сам себя». И тогда он позволил ему делать два вздоха. Один зимой и один летом. Это происходит тогда, когда вы ощущаете самую сильную жару и самый сильный мороз. Самый жаркий день – это эффект от одного вздоха огня. Если мы не будем думать об огне, летняя жара напомнит нам о нем. Рамадан – это шанс для нас освободиться от огня, о рабы Аллаха. Таков огонь. Брат мой в Аллахе, сестра моя в Аллахе, если бы вас позвал ваш отец или ваша мать: «Сын, берегись огня! Дочка, осторожно, огонь!» Что бы вы сделали? Нет сомнения, что вас бы охватил страх и ужас. Ты будешь бежать, как сумасшедшая. Бежать и бежать. Потому что ты ни на миг не усомнишься в том, что твой отец прав, что он сказал правду, и что он относится к тебе с милосердием и боится за тебя. Так как ты думаешь, брат мой в Аллахе, как ты думаешь, сестра моя в Аллахе, о случае, когда тот, кто дает тебе этот совет, это Аллах? Если тот, кто предостерег нас от огня, это Аллах, который более милостив к нам, чем наши отцы, матери и даже мы сами. Всевышний Аллах сказал: «Я предостерег вас от пылающего огня. Войдет в него только самый несчастный». Аллах советует, Аллах предостерегает, Аллах устрашает. «Я предостерег вас от пылающего огня. Войдет в него только самый несчастный». Всевышний Аллах говорит: «О те, которые уверовали, оберегайте себя и свои семьи от огня, растопкой которого будут люди и камни. Над ними есть ангелы суровые и сильные. Они не отступают от повеления Аллаха и выполняют все, что им велено». Что мы делаем, если какой-то совет исходит от человека, который внимательнее и лучше других относится к нам? Если он исходит от посланника Аллаха Мухаммада, мир ему благословение Аллаха, которого наш Господь описал в своих словах: «К вам явился посланник из вашей среды». Тяжко для него то, что вы страдаете. Он старается для вас. Он сострадателен и милосерден к верующим. Пророк Мухаммад. Имам Ахмад, Ад-Дарими и Аль-Хаким привели хадис от Ну'мана бин Башира. Ан-Ну'ман сказал: «Я слышал, как посланник Аллаха, мир ему благословение Аллаха, произносил хутбу и сказал: „Я предостерегаю вас от адского огня». Самым громким голосом: «Я предостерегаю вас от адского огня».
Я предостерегаю вас от адского огня. Ан-Ну'ман сказал: даже если бы он стоял сейчас здесь, его услышали бы те, кто на рынке. Пророк произнес эти слова очень громко, во весь свой голос. Стоя на минбаре в Медине, он говорит: я предостерегаю вас от адского огня. Так что Ну'ман даже сказал, что если бы он стоял сейчас здесь, его бы услышали те, кто на рынке. Это адское пламя, о рабы Аллаха. Да защитит нас и вас Аллах от него. Никто не сможет терпеть его. Никто не сможет его вынести. Новость о нем велика. Зло от него наступает неожиданно. Печаль от него огромна. Оно крайне опасное. Жар от него силен. Дно его глубоко. Палки в нем из железа. Еда обитателей ада — дари', аз-закум, а питье — отвратительный гной. Обитатели ада не умирают, не спят, не отдыхают. Они ходят по огню. Они носят одежду, которая сделана из огня. Они укрываются огнем, ложатся на огонь. Они едят огненный закум, пьют воду из огня. Представили ли вы себе это? Таков огонь, о рабы Аллаха. Обитель страданий, ужасов, унижения и пламени. Наказание в аду бывает самым разным. Аллах собрал там такие виды наказаний, бед и несчастий, которые еще никто не видел, о которых не слышало ухо, и что даже не могло прийти в голову человеку. Это адский огонь. Знаете ли вы, какое адское наказание самое легкое? Знаете ли вы, какое адское наказание самое легкое? Послушай, что привел Муслим в своем достоверном сборнике от Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими и остальными сахабами, который сказал, что посланник Аллаха, мир ему благословение Аллаха, сказал: поистине, самое легкое наказание в огне получит человек, на котором будут сандали с ремешками из огня. Его головной мозг закипит от них. О Аллах, защити нас. Абу Талиб получит в аду самое легкое наказание. У него будут сандали с ремешками из огня, из-за которых будет кипеть его головной мозг. Это огонь. Многие люди слышат об аде, читают или слышат аяты, в которых упоминается ад, но на них это не производит никакого впечатления. Они не дрожат, из их глаз не текут слезы, сердце не содрогается. Они слушают об аде с холодными чувствами, бесчувственно, как будто бы рай у них в кармане, а ад их совершенно не касается. Это ад, о рабы Аллаха. Видел ли кто-нибудь из вас ожоговое отделение в какой-нибудь больнице? Я советую вам завтра или послезавтра отправиться в любую больницу, чтобы проведать больных мусульман и внести радость в их души. И я прошу вас начать обход с ожогового отделения. Посмотри, что делает огонь в этой дуне с людьми. У одного лицо обезображено, у другого рука словно расплавилась, у третьего будто бы растаяла кость. И знай, что огонь этой дуни — это часть. Это 1/70 часть огня в ахирате. Воистину, это огонь, о рабы Аллаха. Да защитит Аллах нас и вас от него. А все начинается тогда, когда кафир или грешник берет книгу своих деяний левой рукой. В тот момент он призывает на себя погибель и горе, смерть и гибель. Потом Господь рассчитывает его. Тот, кто будет оспаривать расчет, будет наказан. И вот этот заблудший раб начинает пререкаться с Аллахом. Господь миров говорит ему: «Раб мой, почему ты так сделал в такой-то час?» Он говорит: «Господь мой, я не делал». Аллах говорит: «Не делал? Твоя книга свидетельствует об этом. Ангелы свидетельствуют. И я свидетельствую. И я лучший из свидетелей.
Тогда он говорит: «Господь, разве Ты не защитил меня от несправедливости?» Да, сегодня за меня свидетельствую только я сам. Наш Господь говорит ему: «Не так». А затем он запечатывает его лживый язык и заставляет говорить органы его тела. И они признаются в том, что они делали. Его рука кричит: «Да, о Господь, я воровала». Живот кричит: «Да, о Господь, я ел харамную пищу». Ноги кричат: «Да, о Господь, мы ходили в развратные места». Так каждый орган начинает говорить о своем позоре. А потом наш Господь отпускает его язык. И этот заблудший раб начинает избивать самого себя и говорить своему телу: «Какое же скверное ты тело! Какое же скверное ты тело! Я же пытался защитить тебя». Аллах сказал: «Они скажут своей коже: почему вы стали свидетельствовать против нас?» Они скажут: «Нас заставил говорить Аллах, который заставил говорить всякую вещь». Тогда от царя всех царей приходит приказ ангелам: «Схватите его и закуйте. Закуйте его в цепи. Потом бросьте его в ад и нанесите его на цепь длиной в 70 локтей». Что было написано в книге его предыдущих дел? Он не веровал в великого Аллаха и не призывал кормить бедняка. Сегодня здесь у него нет любящего родственника и нет пищи, кроме кровавого гноя. Едят его только грешники. Схватите его и закуйте. Потом бросьте его в ад и нанесите его на цепь длиной в 70 локтей. Знаете ли вы, как его будут нанизывать, о рабы Аллаха? Видели ли вы четки? Когда мы вводим нитку в дырку в бусине и выводим ее с другой стороны, мы говорим: «Мы нанизили бусину». Кафиру ангелы приходят с цепью, которая была сделана в огне. Ее длина 70 локтей. И мы не знаем, имеются ли в виду наши локти или локти мощных ангелов. Она очень длинная. Начало этой цепи вкладывается в его рот, а выводится с его зада. Потом она заворачивается вокруг его шеи, рук и ног. Его тянут ничком, как ослов, в огонь. Всевышний Аллах сказал: «Воистину, грешники сбились с пути и страдают, или отдалились от истины. В тот день их ничком поволокут в огонь. Он идет по лицу, его тянут по его лицу. В тот день их ничком поволокут в огонь. Вкусите прикосновение преисподней». Всевышний Аллах сказал: «Тех, которые не уверовали, толпами погонят в гиену. Ангелы гонят их, как скот, так как погоняют овец, бьют их, прикрикивают на них. Те же кричат и вопят, плачут. Когда кафир прибудет к огню, с ним произойдет удивительная вещь. Он обнаруживает, что его тело увеличивается. Оно делается все больше, 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 пока не становится подобным горе. Пророк, мир ему, благословение Аллаха, говорит в хадисе, который Муслим привел в своем достоверном сборнике: «Воистину, коренной зуб кафира в огне подобен горе Ухуд, а толстота его кожи подобна расстоянию 3 дней пути». Аллаху Акбар. Коренной зуб кафира в огне по размеру, как гора Ухуд. Толстота его кожи, как 3 дня пути. Чем больше его тело, тем сильнее и ужаснее будет его боль от наказания. Каждый раз, как его кожа сгорает, Аллах возвращает ее в ее первоначальное состояние, как об этом говорится в Коране. Всякий раз, когда их кожа приготовится, мы заменим ее другой кожей, чтобы они вкусили мучения. Послушай, какого размера будет кафир? Аль-Бухари и Муслим привели в 2 своих достоверных сборниках хадис от Абу Хурейры, что пророк, мир ему, благословение Аллах, сказал: «Между 2 плечами кафира расстояние 3 дней пути для быстро едущего всадника. От этого до этого плеча расстояние. Садись на самое быстрое верховое животное, на самолет, и отправляйся в путь, без отдыха или передышки. И у тебя уйдет 3 дня, пока ты доедешь с одного плеча до другого.
огромнейшее тело. Когда кафир прибывает в огонь, он видит, как его тело увеличивается в размере, пока не становится огромным. После этого ангелы одевают его в одежду из огня. Носят ли кафиры в аду одежду? Да, они носят одежду, которая была сделана из огня. Всевышний Аллах сказал: «В тот день ты увидишь грешников, закованных в цепи». Их заключили в цепи. Их одеяние будет из смолы, а их лица будут покрыты огнем. Одеяние, то есть одежда, она сделана из смолы, которая быстро воспламеняется, имеет противный запах и плохой цвет. Очень плохой запах. И такая одежда быстро возгорается. Ты должен представить человека. Его вот так опустили в бочку со смолой. Потом вынули и кинули в огонь. Каким же ужасным будет этот огонь, когда он соприкоснется с его телом? Вот женщина-плакальщица. В день, когда ее муж умер, она причитает и оплакивает ее громким голосом. Если она умрет на этом, не покаявшись, каким будет ее положение? Муслим привел в своем достоверном сборнике хадис от Абу Малика аль-Ашари, да будет доволен Аллах им и всеми остальными сахабами, в котором сказано, что посланник Аллаха, мир ему благословение Аллаха, сказал: «Если плакальщица умрет до того, как покается, она восстанет в судный день с рубахой из смолы и платьем из струпьев». Она носит платье из смолы, и все ее тело в струпьях. Представь, как у человека повсюду струпья, и прямо на них выливает смолу. Это ужаснейшие боли, которые никто никогда не может представить. И когда кафир достигнет огня по дороге он весь изжаривается. Жар огня жарит его. Если в этой дуне кто-то немного подожжет бумагу и встанет рядом с ней, он почувствует жар огня. Так представьте огонь, который превышает все огни этой дуни в 70 раз. Еще по дороге кафир изжаривается. Ибн Аббас сказал о словах Всевышнего Аллаха: «Когда оно завидит их издалека, они услышат его яростное шипение и рев». Ибн Аббас сказал: «Они услышат это на расстоянии 100 лет пути, и их лица изжарятся. По дороге в ад, еще до того, как он прибудет к огню, на расстоянии 100 лет пути, его лицо изжаривается, его части тела плавятся, глаза вытекают. Он жарится только от высокой температуры того огня. Они смотрят на адский огонь издалека. Вдруг огонь начинает испускать из себя искры. Знаешь ли ты, какого размера бывает одна адская искра огня? Всевышний Аллах сказал: а он бросает искры, подобные замку, который выглядит словно желтые верблюды. Ибн Мас'уд сказал: одна искра подобна огромной крепости. Одна адская искра по размеру, как большая крепость. И это только искры. Это только жар адского пламени. Так каким же будет сам огонь? Какие ужасы будут в таком огне? Когда же они прибудут к огню, будут открыты 7 его врат. Ад издаст такой вздох, который сведет с ума, от которого испугаются сердца. Он встретит их своим пламенем. Лица расплавятся. Но нет, это адское пламя, сдирающее кожу с головы. Огонь жарит части тела, жарит лица, а потом они кидаются лицами в огонь. Какой объем у огня? Посланник Аллаха, мир ему благословение Аллаха, сказал в хадисе, который привел Муслим: в судный день приведут ад. У него будет 70 тысяч поводьев. На каждом поводе будет 70 тысяч ангелов, которые будут тянуть его. 70 тысяч на 70 тысяч. Вы видите, какой будет охрана? Посмотри на это адское воинство. Сколько их? Там 70 тысяч, здесь 70 тысяч. То есть примерно 4900 миллионов. Примерно. Возможно, их число будет больше. 4900 миллионов ангелов-воинов нашего Господа, который описал их в своих словах. Над ними есть ангелы суровые и сильные, с суровыми сердцами. Ори весь день, моли их о пощаде, они не проявят тебе милосердия. Они сильные, их невозможно победить.
Над ним есть ангелы суровые и сильные. Они не отступают от повеления Аллаха и выполняют все, что им велено. И вот тогда, когда кафир встает перед огнем, когда грешник, лицемер или тиран встает перед огнем, я прошу тебя зажмуриться и представить самого себя. И пусть Аллах защитит нас от всего этого, что сейчас ты стоишь перед адом. Грешник пожелает откупиться от мучений того дня своими сыновьями. «О Господь, веди всех моих детей в огонь, только спаси меня». Но Аллах откажет ему. Своей супругой и своим братом: «Сожги мою жену, сожги огнем всех моих братьев и сестер, только спаси меня». Но Аллах откажет ему. Своим родом, который укрывал его: «Господь, сожги всех людей, и пророков, и посланников, и правдивых, и шахидов, и праведников. Главное, чтобы я спасся». И к нему приходит ответ: «Но нет, это адское пламя, сдирающее кожу с головы». Они кричат и кричат. Они плачут кровью вместо слез. Они сожалеют о том, что совершили раньше. Они свидетельствуют сами о себе, что были глупцами. Они скажут: если бы мы прислушивались и были рассудительны, то не оказались бы среди обитателей пламени. Они признаются в своем грехе. Прочь же, обитатели пламени. Они пытаются убежать от огня. Каждый пытается спасти сам себя, сбежать, убежать от ангела, улизнуть, но вот только куда? Всевышний Аллах сказал: в тот день вы обратитесь вспять, но никто не защитит вас от Аллаха. Если они захотят убежать, адские ангелы будут бить их по голове железными палицами. Головы будут разбиваться на мелкие кусочки, которые упадут на плечи. И ангелы погонят их в унижении, продолжая избивать в огонь. Что случится с кафиром перед адскими вратами? Всевышний Аллах сказал: грешников будут узнавать по их признакам, а затем хватать их за хохлы и стопы. Ибн Аббас толковал этот аят так: он взял одну соломинку, взял ее пальцами, а потом поломал ее. Что это значит? Ангел берет кафира, ломает его голову и ноги и опускает его в огонь вниз головой. Он ломает его голову, ломает его ноги, как сказал Ибн Аббас, после чего кафира бросает в огонь. Но он при всем при этом не умирает, потому что смерти нет. Послушай этот аят. Они будут брошены туда вместе с заблудшими. Ты чувствуешь, ты словно видишь, как их бросают одного за другим. Они будут брошены туда вместе с заблудшими. А те, которые предстанут с дурными деяниями, будут повергнуты в огонь ничком. Как кафир будет повергнут в огонь? Ничком, в перевернутом состоянии. Ангел держит его вниз головой. Голова здесь внизу, а ноги сверху. И кидает его вот так. Хотя в этой дуне он не жил вверх ногами. Был создан раб, у которого был господин и повелитель. Но он поклонялся не ему, а дирхаму и динару. Он поклонялся своим страстям, жил легкую жизнь. Каждый раз, как ему говорили: Аллах вели то-то и то-то, он отвечал: я человек свободный. Пророк вели делать так-то и так-то, он отвечал: хватит уже быть отсталым. И вот он попадает в огонь в перевернутом виде. Всевышний Аллах сказал: для того же, чья чаша весом окажется легкой, матерью станет пропасть. Под матерью здесь имеется в виду не та, кто родила его, а голова, которая полетит в пропасть. Матерью станет пропасть. Откуда ты мог знать, что это такое? Это жаркий огонь. Кафира бросает в огонь вверх ногами. Его голова внизу, а ноги вверху. Сколько лет проходит, прежде чем он достигает дна ада? Послушай, какова глубина ада? Муслим привел в своем достоверном сборнике хадис от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, который сказал: мы были у посланника Аллаха, мир ему благословение Аллаха, и услышали толчок. Мы услышали толчок. Пророк, мир ему благословение Аллаха, сказал: знаете ли вы, что это?
Мы сказали: Аллах и его посланник знают лучше. Он сказал: это камень, который Аллах отправил в ад 70 осеней назад. И вот сейчас он достиг дна ада. О Аллах! Его глубина такова, что камень падает на дно ада 70 лет. Я просто хочу, чтобы ты представил кафира, грешника или любого, кому наш Господь предопределил оказаться в огне. Что он чувствует, когда его кинули вниз головой? Он падает вниз, 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 сгорает 600 миллионов раз. Кожа все вырастает заново, а он все падает и падает вниз. Представь человека, который выпал из самолета. Каким бывает его страх и ужас? И это при том, что до земли он будет лететь всего 3-4 минуты. А теперь представь ужас того, кого кинули в огненное жерло, и чье падение длится 70 лет, пока он не достигнет дна. Таков адский огонь, о рабы Аллаха. Имам Ахмад в Муснади и ат-Тирмизи в Сунани привели хадис, который шейх Альбани назвал достоверным. От Утбы бин Хазвана, да будет доволен им Аллах. Утба передал, что пророк, мир ему благословение Аллаха, сказал: воистину, большую скалу скидывают с края ада, и она падает вниз 70 лет, пока не достигнет своего места, дна. Пророк сказал нам, что один из нас может сказать слово и не придать ему значения, чтобы рассмешить кого-то другого, но из-за этого слова он будет падать в огонь 70 лет. Посланник Аллаха, мир ему благословение Аллаха, сказал: воистину, человек может сказать какое-то слово, которое он не считает плохим, из-за которого его кинут в преисподнюю, и он будет лететь туда 70 осеней. Это достоверный хадис, и шейх Альбани назвал его достоверным Сахих аль-Джами. И вот сейчас кафира кинули в огонь. Когда все обитатели огня зайдут в ад, адские врата закроются. Тогда пламя увеличится в миллионы раз. Врата закрываются. Всевышний Аллах сказал: воистину, он сомкнется над ними высокими столбами. Врата ада запираются. Я всегда говорю, что адский огонь — это как большая тюрьма. Воистину, он сомкнется над ними высокими столбами. Горе всякому хулителю и обидчику, который копит состояние и пересчитывает его, думая, что богатство увековечит его. Но нет, его непременно вернут в огонь сокрушающий. Откуда ты мог знать, что такое огонь сокрушающий? Это разожженный огонь Аллаха, который вздымается над сердцами. Воистину, он сомкнется над ними высокими столбами. Субханаллах. Врата ада закрываются. Огонь — это большая тюрьма. Тюрьма. Почему тюрьма? Человек, заключенный в этой дуне, что с ним делают? Надевают на него наручники и заковывают цепи, закрывают за ним помещение, устанавливают возле него охрану. Также и в аду. Кафиры в аду и обитатели ада закованы в цепи. Второе. Адские врата закрыты. Третье. Есть очень сильная охрана. Ангелы суровые и сильные. Из тюрьмы, которая находится в нашей дуне, кто-то может выйти по амнистии или выйти из-за того, что докажет свою невиновность. Если его заключили по несправедливости, он может отсидеть свой срок и выйти или умереть и отдохнуть от всего этого. Но адская тюрьма не такая. Наш Господь сказал о том, в каком положении в ней будут кафиры. Не умрет он там и не будет жить. Самая большая мечта обитателей огня – это смерть. Самая дорогая надежда для обитателей огня – умереть. Больше всего не хотят умереть. Но кафиры не выйдут из ада и не умрут в нем. Ад имеет свои ступени, о рабы Аллаха. Да защитит нас всех от них Аллах. Что за ступени? То есть один уровень ниже другого. Больше всего из обитателей огня будет мучиться фараон и его семейство.
огонь, в которых их ввергают утром и после полудня. А в день наступления часа подвергните род фараона самым жестоким мучениям. Самым жестоким мучениям. Кто еще? Лицемеры. Воистину, лицемеры окажутся на нижней ступени огня. Кто еще? Люди, которые видели трапезу, ниспосланную Аллахом, но не поверили в нее. 3 эти группы людей получат самое большое наказание в аду. Самое меньшее наказание достанется единобожникам, мусульманам-грешникам, которым Аллах не проявил своей милости и ввел их в огонь по своей справедливости, и они очищаются в огне от своих грехов самым легким наказанием. А концом для каждого единобожника, который зашел в огонь, будет рай, по милости Господа миров. Господь миров принимает за него заступничество. Посланник Аллаха Мухаммада, благословит его Аллах и приветствует, заступается за него. Заступаются и ангелы, заступаются шахиды, заступаются праведники. О Аллах, наш Господь, веди нас в рай без предварительного наказания и расчета. Какое в аду топливо? Какой бензин в аду? Всевышний Аллах сказал: «О те, которые уверовали, оберегайте себя и свои семьи от огня, растопкой которого будут люди и камни». О Аллах, защити нас от этого, избавь. Растопка в огне — это люди. Поэтому каждый раз, как в огонь кидает группу людей, он разгорается все сильнее и сильнее. Пламя возрастает и увеличивается. Всевышний Аллах сказал: «Вот толпа, вергаемая вместе с вами». Ангелы говорят тем обитателям огня, которые зашли: «Возрадуйтесь». Что, мы выйдем отсюда? Нет. Мы умрем? Нет. А что тогда? Другая толпа будет кинута поверх вас. Это будет еще хуже. Чем больше людей бросает в огонь, тем сильнее он разгорается. Послушай дальше этот аят. «Вот толпа, вергаемая вместе с вами». Те обитатели огня, которые были раньше, говорят им: «Нет им приветствия». Воистину, они будут гореть в огне. То есть, они еще выше поднимут адское пламя, потому что растопкой в аду являются люди, растопкой которого будут люди и камни. Каждый раз, когда один народ будет входить туда, он будет проклинать родственный ему народ, растопкой которого будут люди и камни. Ибн Мас'уд сказал: серные камни, не обычные камни, которые у нас есть, а серные камни. То есть, сами по себе камни горят. Хорошо, почему растопкой в аду являются люди и камни? Потому что у них были твердые сердца, их сердца были как камни. Они не проявляли милосердия к слабым, не помогали тем, кто был в беде. Они не сострадали сироте. Их сердца были подобны камням. Как говорится в Коране: «После этого ваши сердца ожесточились и стали как камни». Их сердца не были милостивыми, а были подобны камням. Их глаза не плакали, как и камни. Их карманы были сухими. Из них не выходило ни дирхама для бедняка, как будто бы они камни. Так и их воздаяние стало подобно их деяниям, растопкой которого будут люди и камни. Аль-Бухари и Муслим привели в своих достоверных сборниках хадис от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, мир ему благословение Аллаха, сказал: «Этот ваш огонь, который сжигает людей, 1/70 часть адского огня». Сахабы сказали: «Клянемся Аллахом, если бы он был таким, как здесь, его было бы достаточно». О Аллах! Огонь ахирата превышает по своей мощности и силе все огни этой дуньи в 70 раз. Собери весь огонь, который есть в этой дуне. Солнце, тоже как источник огня, подвешенный между землей и небесами. Солнце, источник огня гораздо больше. Звезды, также огонь. Так собери вместе огонь от солнца, звезд, бомб, бензина, дерева. Собери весь огонь, который только есть в этой дуне. Собери его вместе. Положи один над другим. И он будет 70 раз меньше, чем адский огонь. Они сказали: «Клянемся Аллахом, если бы он был таким, как здесь, его было бы достаточно». Братья наши, если кто-то из нас зажжет спичку и поставит на нее свой палец, то, клянусь Аллахом, он не потерпит и нескольких секунд. Если кто-то зажжет конфорку на плите и поставит туда свои руки, вот так, рядом, он не сможет терпеть. Так какой огонь будет в ахирате, братья мои?
Это великий огонь. Ка'б аль-Ахбар сказал: если бы человек, послушай это высказывание, оно готово вырвать сердце, если бы человек находился на самой восточной точке земли, а огонь на самой западной, после чего был бы приоткрыт ад размером с ноздрю быка, то человек, который бы был на востоке, расплавился бы от жара огня на западе. Представь себе, кто-то находится в каком-то месте, в восточной части земли, огонь на противоположной стороне, на западе, и из него приоткрывается маленькое отверстие, как ноздря быка. Не две ноздри, а одна. И вот ветер от адского огня выходит из этого маленького отверстия на западе и охватывает пламенем человека, который находится на востоке. Огонь. Наш Господь, который любит нас, сказал нам: «Я предостерег вас от пылающего огня». Он пылает, горит, пожирает сам себя. Он хрипит и вздыхает, сердится и гневается. Я предостерег вас от пылающего огня. Страшный огонь. От Абу Гурейры, да будет доволен им Аллах, передается хороший по достоверности хадис, который некоторые назвали слабым, и он восходит к Абу Гурейре. И эти хадисы считаются марфу, так как они связаны с делами сокровенного мира. Абу Гурейра, да будет доволен им Аллах, сказал: гиену жгли в течение 1000 лет до тех пор, пока она не покраснела. Затем ее жгли в течение 1000 лет до тех пор, пока она не побелела. После этого ее жгли в течение 1000 лет до тех пор, пока она не почернела. Сейчас она черная, как темная ночь. Едят ли обитатели огня что-то в аду? Да. У них в аду есть даже угощение, то есть такая еда, которую подают гостю. Как только они зайдут в ад, им дадут угощение. Всевышний Аллах сказал: таким для них будет угощение в день воздаяния. Таким для них будет угощение в день воздаяния. Это то, что подают гостям. Таким для них будет угощение в день воздаяния. Аль-Хасан сказал: что вы думаете о рабы Аллаха, о людях, которые стояли на своих ногах 50 000 лет? За все это время они ничего не ели и не выпили и капли воды. Какое у них будет тогда положение? Их шеи падают от жажды. Их внутренности горят от голода. И вот теперь они поедят. Обитатели огня будут есть? Да, будут. Голод не сходит на обитателей огня и заменяет собой наказание. Наш Господь истязает голодом обитателей огня, и это сравнится с наказанием огнем. В Дуне мы говорим, что голод кафир, то есть сильный голод. Их сильный голод сравнивается с мучением гиены и наказанием. Они говорят: «О Господь, воистину, мы голодны, мы хотим есть». И ангелы приходят к ним с едой. Знаете ли вы, какая еда будет у обитателей ада? Дари', заккум, зловонное мясо. Это их еда. Сам плод дерева заккум имеет пугающий вид. Всевышний Аллах сказал: воистину, дерево заккум будет пищей грешника, подобно осадку масла или расплавленной меди. Оно будет кипеть в животах так, как кипит кипяток. Сам по себе вид плода заккум – это наказание. Плоды его словно головы дьяволов. Все плоды в колючках. Также они едят дари'. Дари' – это растение, которое также все в колючках. И кормить только ядовитыми колючками, от которых не поправляются и которые не утоляют голода. Когда они съедят заккум и дари', и все они в колючках, эти колючки выйдут из их висков, разрывая виски. Они выйдут и из их горла. «О Господь, я хочу глоток воды, я умираю». Ты не умрешь. Смерть – это просто твоя мечта. Заккум стал мне поперек горла. Когда такое случалось в Дуне, ты пил воду. «Господь, я хочу пить». И ангелы приходят к нему с питьем.
Знаете ли, что это за питье? О Аллах, защити нас от этого и избавь. Всевышний Аллах сказал: сегодня здесь у него нет любящего родственника и нет пищи, кроме кровавого гноя. Едят его только грешники. Их еда — это гыслин, кровавый гной. Их еда такова, как сказал наш Господь, еда, которой давится, и мучительные страдания. И кормить их будут только ядовитыми колючками. Если же они захотят пить, Всевышний Аллах сказал, и которых поят кипящей водой, разрывающей их кишки. Когда эта вода поднимается к их голове, голова падает из-за жара, из-за дыма от этой воды. Но он все равно ее пьет, даже если не хочет. Их поят, то есть великие ангелы поят их насильно. Их поят кипящей водой, разрывающей их кишки. Всевышний Аллах сказал: мы приготовили для беззаконников огонь, стены которого будут окружать их со всех сторон. Если они станут просить о помощи: «О Господь, дай хоть глоток воды!» Если они станут просить о помощи, то им помогут водой, подобно расплавленному металлу или осадку масла, который обжигает лицо. Эта вода обожжет все лицо. Если они станут просить о помощи, то им помогут водой, подобно расплавленному металлу или осадку масла, который обжигает лицо. Мерзкий напиток и скверная обитель. Они пьют гной. Гной обитателей огня. Те, кто пил или продавал вино и не покаялся, в аду будет пить гной. Всевышний Аллах сказал: а впереди его ожидает гиена, и поить его будут гнойной водой. Он будет пить ее глотками, но едва ли сможет проглотить ее. Смерть будет поступать к нему со всех сторон. Однако он не умрет, ибо перед ним будут тяжкие мучения. Он пьет кипяток, он пьет гной. Это кипяток и гной, пусть же они вкушают его. Им уготованы и другие виды подобных мучений. Такова их еда. Знаете ли вы, что пророк сказал о заккуме? Ат-Тирмизи привел в Сунанах, и это хороший достоверный хадис. Посланник Аллаха, мир ему благословение Аллаха, сказал: послушай, если бы капля заккума упала в Дунью, она бы испортила всю жизнь обитателей Дуньи. Если бы капля заккума упала в воду Дуньи, мы бы не смогли больше ее пить. Если бы она попала в нашу еду, мы бы никак не смогли больше есть эту еду. Такова их еда и такое у них питье. Муслим привел хадис от Джабира, что пророк, мир ему благословение Аллаха, сказал: воистину, у Аллаха есть обязательства. Воистину, у Аллаха есть обязательства для тех, кто пил опьяняющие напитки, что он напоит его из жижи помешательства. Люди спросили: а что это за жижа помешательства? Он ответил: сукровица обитателей огня или все соки, экстракты обитателей огня. То есть весь их гной и самые разные выделения, именно их будут пить в аду пьяницы. В аду есть самые разные виды наказаний. Во время своего ми'раджа, вознесения, пророк, мир ему благословение Аллаха, видел, когда посмотрел на ад, человека, чьи кишки находились перед ним. Перед ним вышли его внутренности, и он стал ходить вокруг них, как осел вокруг мельницы. У человека внутренности вышли вперед, и он ходит вокруг них, как осел вокруг мельницы. Пророк спросил: Джибриль, что это? Он ответил: это тот, кто призывал людей к одобряемому, а сам этого не делал. Он также запрещал порицаемое, а сам его делал. Это те люди, которые хорошо говорят, но ведут себя плохо. О Аллах, защити нас от ужаса гиены, о Господь. Эти люди просто говорят, как сказал Аллах: неужели вы станете призывать людей к добродетели, предав забвению самих себя? Ведь вы же читаете Писание. Неужели вы не образумитесь? О тот, кто призывал людей, сейчас тебя обвиняют. Ты поучаешь людей вещам, которых сам не делаешь. Ты запрещаешь людям что-то делать в то время, как сам погряз порицаемым. О Аллах, прости нас, покрой нас и защити. Не опозорь нас ни в Дунье, ни в Ахирате. О Господь, это те люди, которые призывают к одобряемому, хотя сами его не соблюдают, и запрещают порицаемое, хотя сами же его и делают. Большинство обитателей огня — это женщины. Почему женщины? Потому что они проявляют неблагодарность, то есть они не признают достоинств своего мужа. Это одна из главных причин, которая приводит женщину в ад. Однажды пророк, мир ему благословение Аллаха, увидел человека, который плыл и плыл в реке из крови, в аду.
Там была река из крови. Когда же он приплыл к берегу, то обнаружил, что его ожидает ангел. Он раскрыл свой рот, и ангел кинул в него камень из огня. Он завопил самым громким голосом. Потом опять поплыл, а когда он достиг другого берега, то увидел ангела, который кинул в него такой же камень. Кто это? Это ростовщик. То, что он ест, превращается у него в животе в огонь. Это тот, кто пожрал лихву. Он пожрал огонь. Пророк, мир ему благословение Аллаха, также видел наказание тех, кто несправедливо пожирал имущество сирот. Он видел ужасы, которые падут на тех, кто забирал себе доверенное на хранение имущество, кто предавал аманаты. Наказание в аду бывает самых разных видов. Он видел человека, лежащего на спине. К нему подходил ангел с большим камнем и опускал его прямо на его голову, на мозги. Голова раскалывалась. Потом он спускал камень вниз. Ангел приходил с крюком или багром, помещал его в угол его рта, в нос и глаз. Этот крюк имеет 3 конца. И вот он начинает тянуть крюк в сторону его затылка. Его глаз разрывается. Крюк разрывает нос и рот. Он катит камень. Ангел уходит и приносит камень. Возвращается он только тогда, когда лицо человека приходит в его первоначальное состояние. Тогда он опять бьет его во второй раз. Кто это? Это тот, кто спал во время обязательного намаза. Это тот, кому Аллах даровал Коран, но он не действовал в соответствии с ним днем и не читал его ночью. О Аллах, спаси нас и избавь от такого. Это лишь некоторые примеры мучения обитателей огня. Хорошо. Есть ли в аду тень? Есть ли тень в аду? Да, там есть тень. Что там за тень? Всевышний Аллах сказал об адской тени. В тени черного дыма, которая не приносит ни прохлады, ни добра. Сама тень — это ад. Всевышний Аллах сказал: «Вступайте к тени с 3 разветвлениями. Не прохладна она, и от пламени не избавляет». Когда же наказание обитателей огня увеличивается, они крикнут со всей силой. Они будут просить помощи. Они обратятся к обитателям рая. Представь себе картину: муж в аду, а его жена в раю. Одна часть людей окажется в раю, а другая часть окажется в пламени. Сын в раю, а его отец в преисподней. Друг в раю и друг в аду. Брат в раю и его сестра в аду. И вот каждый из обитателей огня начинает звать своих друзей, которым был дан рай. Они зовут обитателей рая. Что они говорят им? Всевышний Аллах сказал, рассказывая о них: «Обитатели огня воззовут к обитателям рая: пролейте на нас воду или то, чем вас наделил Аллах. О обитатели рая! О обитатели рая! Дети наши, отцы наши, наши матери, о наши жены, о наши мужья, о наши друзья! Дайте нам хотя бы 1 каплю воды, хотя бы маленький кусочек еды». И обитатели рая ответят им: «Аллах запретил это для неверующих. Нельзя». Абу Мухаммад аль-Амаш сказал: обитатели огня будут взывать к обитателям рая в течение 100 лет. 100 лет. Потом обитатели рая ответят им: Аллах запретил это для неверующих. Обитатели огня будут искать любой, абсолютно любой путь или способ, чтобы избавиться от огня. Они воззовут хранителям гиены. 100 лет. Те, которые попали в огонь, скажут стражам гиены: помолитесь вашему Господу. Пусть Он облегчит наши мучения хотя бы на день. Мы просто хотим, чтобы наш Господь облегчил наши мучения на 1 день. Только на 1 день. Они скажут: разве ваши посланники не приходили к вам с ясными знамениями? Они ответят: конечно. Они скажут: тогда молитесь сами. Но мольбы неверующих безуспешны. Тогда они будут звать хранителя ада, самого главного ангела,
который всем заведует в аду. Они обратятся к Малику, хранителю огня, и будут звать его 100 лет. Что вы хотите? Они его зовут: «О Малик, пусть твой Господь покончит с нами. Ты, благородный ангел, занимаешь великое место перед Аллахом. Заступись за нас перед своим Господом, Малик. Мы не хотим выйти из ада. Мы просто хотим умереть. Мы провели в аду 1000 лет, 2000 лет. Наша кожа была сожжена, сожжены кости. Мы пили гной, о Малик. Мы вкусили всю горечь, ели закум. Нас били железными палицами. Мы видели ужасы. Попроси за нас своего Господа. Пусть Он покончит с нами, и мы умрем. Они его зовут: «О Малик, пусть твой Господь покончит с нами». Так они зовут его 100 лет подряд. И после всего этого приходит ответ от Малика. Он скажет: «Вы останетесь здесь навечно». Они обращаются к Аллаху: «Господи, выведи нас отсюда. И если мы вернемся к грехам, то действительно будем беззаконниками. Господи, Господи, если Ты выведешь нас из ада, мы будем держать уразу днем, выстаивать ночи в ночных намазах. Мы не будем спать, мы не будем отвлекаться на еду, питье, на жен, торговлю или детей. Мы не будем совершать несправедливость. Мы никогда Тебя больше не ослушаемся. Господь, Господи, выведи нас отсюда. Если мы вернемся к грехам, то действительно будем беззаконниками». Так они обращаются к Нему в течение 100 лет. И вот приходит ответ от Господа миров. Он скажет: «Оставайтесь здесь с позором и не говорите со мной. Оставайтесь здесь с позором и не говорите мне ни слова. Оставайтесь здесь с позором и не говорите со мной». После этого приведут большого барана. Его помещают на сират. И глашатай возвещает: «О обитатели рая!» И они начинают смотреть на происходящее. «О обитатели ада!» И они также начинают смотреть. Тогда ангел скажет: «Это смерть». Смерть приводит в виде барана. Затем этого барана зарежут на сирате, а глашатай возвещает: «О обитатели рая! Вас ждет вечная жизнь». И их наслаждение все возрастает и возрастает. «О Аллах, сделай нас из их числа! О Господь! О обитатели ада! Бессмертие и никакой вам смерти!» И тогда они отчаются в милости Аллаха. Их печали, боли, страдания и горести увеличиваются из-за тех бед, в которых они пребывают. Тогда Иблис говорит им: когда дело свершится, дьявол скажет: «Воистину обещание Аллаха было правдиво, а я обещал вам, но не сдержал данного вам слова. У меня не было над вами никакой власти. Не говорите, что шайтан во всем виноват. Это вы сами виноваты во всем». Наш Господь сказал шайтану: «Воистину, ты не властен над моими рабами». И вот сам Иблис говорит им: «У меня не было над вами никакой власти. Я звал вас, и вы послушались меня. Посему не порицайте меня, а порицайте самих себя. Я не могу помочь вам, а вы не можете помочь мне. Даже если мы сейчас будем вместе орать и кричать, Аллах не поможет нам уйти из огня». Потом обитатели огня находят среди себя больших представителей кафир, известных тиранов, которые призывали их к греху, и они подчинились им. Тогда они говорят: «Господь, усиль наказание этим тиранам. Именно они заставили нас удалиться от повиновения Тебе, о Господь, когда те, за кем следовали, отрекутся от тех, кто следовал за ними. Одни отрекаются от других. Каждый начинает просить Аллаха усилить наказание других. О Аллах, благослови и приветствуй Мухаммада». Обитатели огня, важные и маленькие из них, каждый пытается обвинить другого, и связи между ними оборвутся. В тот момент сожаление уже не поможет. Они будут кричать. И те важные кафиры, которые заставляли людей совершать грехи, и те, кто повиновался им, эти подонки. Но ничто не сможет спасти их от огня. Таков ад, о рабы Аллаха. Люди попадают в ад по разным причинам. Одна из главных причин того, почему люди попадают в ад, это неверие в Аллаха.
Второе – предавание Аллаху сотоварищей, ширк. Третье – большой нифак, то есть большое лицемерие. Четвертое – непослушание родителей. Пятое – прерывание родственных связей. Пророк, мир ему благословение Аллаха, сказал: «В рай не зайдет тот, кто прервал родственные связи». Шестое – пожирание лихвы. Седьмое – пожирание имущества сирот. И на каждую из этих причин есть свои доказательства из Корана и Сунны. Восьмое – лжесвидетельство. Ибн Маджа привел хадис, в котором пророк, мир ему благословение Аллаха, сказал: «Не сдвинутся с места ноги лжесвидетеля, пока не станет ему обязательным огонь». Взятки. Ат-Табарани привел хадис, в котором пророк сказал: «Тот, кто дает взятку и кто берет ее в огне». Лживые клятвы. Пророк, мир ему благословение Аллаха, сказал: «Кто взял имущество своего брата по лживой клятве, пусть приготовится занять свое место в огне». Этот хадис привел Ахмад. Далее, обнаженность и выставление на показ красоты. И, как говорится в хадисе, одетые и в то же время раздетые женщины являются одними из видов обитателей огня. И последнее. Как мы можем защититься от огня? Единобожием, таухидом. Единобожник не попадет в огонь. Даже если он попадет туда из-за большого количества своих грехов, и по справедливости Аллаха, он не пребудет в аду вечно. Мусульманин не останется в аду навечно. Второе. Надо побольше раздавать милостыни. Пророк, мир ему благословение Аллаха, сказал: «О женщины, раздавайте милостыню, больше просите у Аллаха прощения. Воистину, я видел, что вас в аду большинство. Если много раздавать милостыню и просить у Аллаха прощения, это может спасти от огня». Милостыня. Посланник Аллаха, мир ему благословение Аллаха, сказал в хадисе, который привели Аль-Бухари и Муслим: «Среди вас нет никого, с кем бы ни заговорил его Господь в судный день, и между ними не будет ни завесы, ни переводчика. Он посмотрит справа от себя и увидит только то, что он сделал. Он посмотрит налево от себя и увидит только то, что сделал. Он посмотрит прямо перед собой и увидит только огонь». Послушай дальше. Так защищайтесь от огня хотя бы кусочком финика. Четвертая причина спасения от огня – это просьба у Аллаха помощи в каждом намазе, в каждом суджуде. Просьба защитить нас от ада. Аль-Хаким привел хадис, который шейх Аль-Альбани назвал достоверным. Сахих Аль-Джами. Посланник Аллаха, мир ему благословение Аллаха, сказал: «Когда бы мусульманин не обратился к Аллаху с просьбой защитить его от огня, огонь скажет: „О Аллах, защити его от меня“». Пятое. Страх перед Аллахом. Оставление страсти спасет от огня. Всевышний Аллах сказал: «Тому же, кто боялся предстать перед своим Господом и удерживал себя от страстей, пристанищем будет рай». Седьмое. Искреннее покаяние. Восьмое. Искренняя любовь к Аллаху и его посланнику. Клянусь Аллахом, любящий не может бросить своего любимого в огонь. Если ты искренне любишь нашего Господа, на этом будет строиться твое подчинение Ему, и Аллах не накажет тебя в аду. Девятое. Много держать уразу. Ахмад и Ан-Насаи привели хадис, в котором пророк, мир ему благословение Аллаха, сказал: «Ураза – это щит, это защита от огня». Посланник Аллаха сказал в хадисе, который привели Аль-Бухари и Муслим: «Какой бы раб ни постился день на пути Аллаха, Аллах удалит его лицо от огня за этот день на 70 осеней». И последнее. Придерживаться сунны. Посланник Аллаха, мир ему благословение Аллаха, сказал: «О люди! Нет ничего, что приближало бы вас к раю и удаляло от огня больше, чем то, что я повелел вам делать. И нет ничего, чтобы сильнее удаляло вас от рая и приближало к огню больше, чем то, что я запретил вам делать». Хадис привел Ибн Аби Шейба в своем Мусаннафе. Держитесь сунны, и вы будете удалены от огня. И, наконец, в аду нет главных и подчиненных. Когда те, за кем следовали, отрекутся от тех, кто следовал за ними, и увидят мучения, связи между ними оборвутся. Те, за кем следовали, отрекутся от своих рабов, которым они приказывали. Когда те, за кем следовали, это их главари, отрекутся от тех, кто следовал за ними. Когда увидят огонь и мучения, связи между ними оборвутся. Уже нет ни имущества, ни чинов, ни уважения, ни власти, ни родства. Так не подчиняйтесь никому во слушание Аллаха, о рабы Аллаха. О рабы Аллаха, я предостерег вас от огня. Я предостерег вас от огня. До Рамадана остаются считанные дни. Ураза в Рамадан – одна из главных причин нашего спасения от огня. Перед тем, как встретить Рамадан, мы поговорили о разных наказаниях в огне, чтобы начать упорно работать в подчинении Аллаху и старательно предпринимать причины, которые смогут спасти нас от огня. Я прошу Аллаха собрать нас всех у ворот Ар-Райян и вести нас в рай без предварительного наказания и расчета. Воистину, Он может ответить нам на это. Он властен над всякой вещью. Он наш покровитель. И как же прекрасен этот покровитель и помощник.
Я люблю вас ради Аллаха. На этом я завершаю свои слова. Прошу прощения у Аллаха за себя и за вас. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.